Всем привет из Коми. Мы снова в тайге. Сегодня я не один. Тула. Вон он, Туланчик. Взял собаку, потому что сейчас у нас были дожди. И с деревьев снег выпал. И я думаю, собака сейчас будет хорошо ходить по снегу. Посмотрим. Сейчас оденем на него ошейник, GPS ошейник, трекер от компании Артел. И уже тоже я переоденусь и пойдем в лес. В сегодняшнем видео я буду показывать, как я буду искать чагу, собирать. А как получится, я вам буду снимать, показывать. Так что приятного вам просмотра. Давайте для начала сперва Тулану оденем. Он уже ляжет, наверное. Нам надо в тайгу идти, а он лег. Ладно, давайте. Рад сейчас. Да, снег. Я думаю, собака сможет ходить по снегу. Сейчас я вам покажу, кто еще не видел этот GPS ошейник. Вот он, который крепится на собаку от компании Артел. Такая яркая лента, светоотражающая лента там еще. Ну и давайте будем включать. Здесь есть кнопка для включения. Сейчас включу и уже одену я собаки. Включается очень просто. Нажимаешь и держишь. Вот и все. Загорелись лампочки, вибрация. И он уже будет сейчас работать. Дальше вот такая база с яркой лентой, который силиконовым чехлом, очень удобный, издалека видим. Я 2 фильма уже вам, ребят, снимал с этой антенной. Вот, коротенькая такая. Но сегодня я хочу попробовать вот такую. В комплекте еще идет вот такая большая антенна с размером, скажу вам, где-то, наверное, сантиметров 40. Вот, и если взять размеры, вот такие. Он тоже включается, в принципе, как и телефон. Держишь, и он загружается. Вот здесь кнопка. Вот также вибрация. И все включилось. Вот такая сегодня. Ну, посмотрим, на какое расстояние сегодня у меня собака сможет ходить. Потому что как-никак у нас очень много снега. И до этого походы были, но собака просто тонула в снегу. Надеюсь, в этом походе все у него получится. Вот. Так, ладно, сейчас будем уже Тулану я одену. Все уже появилось. Сейчас вам покажу. Вот стрелочка, которая показывает на компас. Собака стоит, аккумулятор и еще зарядка вот у этой базы, а это зарядка у ошейника. Ошейник я уже выхожу третий раз без дополнительной зарядки, а базу я заряжал. Вот. Полная зарядка. Вот зарядку держит, между прочим, хорошо. Ладно, давайте сейчас оденем Тулану и отпустим, пусть побегает. Тоже. Ну вон как он смотрится, ребят. Вот. Все, я его отпускаю. Я бы даже не сказал, что комфортно будет ему ходить. Ну посмотрим. Здесь на пустыре вообще снег не держит. А? План с модным ошейником снова ты. Вот, пожалуйста, свежие следы зайца. Я встал на просеку, вон она, просека. Сейчас здесь пока сосновый лес, вон Тулан идет. Будем наблюдать, на какое расстояние он сходит, отдалиться буду. Он сейчас у меня пока под контролем. С GPS ошейником он под контролем.
Вот, этот сосновый лес я пройду, бор, потом уже выйдем на ельник, березняк, и там уже будем искать чагу. Вон там уже появились березы. Вот здесь край соснового леса. И, ребят, я где-то метров 800 еще проехал на буране. Как встал на лыжи, я начал идти. Я понял, что-то я не в том месте. Я встал, остановился. И действительно это так. Если там идти, очень много впустую по сосновому лесу. Потом я проехал метров 700. Ну и здесь зашел уже где-то метров 200 начал. Вот тут уже все. Спуск такой очень высокий. Вон он. Спущусь и уже будем идти дальше уже по ельнику, по березняку. Здесь, конечно, капец. Боком придется как-то спуститься. Иначе удачи не видать. Вот, Тулан недалеко от меня пока ходит. Очень тяжело, оказывается, ему тоже. Где вот под деревьями, вот комки с деревьев упали, там его держит хорошо. А в пустырях просто он тонет. Так что зимние походы с собакой, конечно, не ахти. Для топора вчера вот так пришил такую вот лямку, вот, чтобы повесить топор. Вот так. Он сейчас у меня за спиной будет. Руки свободные. Вот. Для удобства. Прям очень много берез. Но здесь в ельнике, думаю, собака лучше. Комфортнее будет ему, если его будет держать. Да и на лыжах тоже хорошо идти. Я сегодня на своих самодельных лыжах узких. Знаю, что снег держит, потому широкие лыжи не стал уже брать. И очень много это наст прям изнашивается камус в берегу, как могу я, широкие. Первая находка. Вот он. Совсем маленький. Прям так подумаешь, топор доставать не хочется. Но будем доставать. Будем доставать, будем рубить. Начнем с малого. Там как пойдет. Там еще что-то я вижу. Дерево такое с интересным таким, с черным пятном. Давайте сходим еще туда. Так. Один есть. Да, вот он. Ну вот, ребят. Это уже более-менее. Это уже дерево живое. И здесь нормальная чага, хорошая. Как бы немало. Вот он. Да, все возьму тут. Немало, хорошая находка. Потом почищу. Все аккуратно. Так. Конечно, мог бы пропустить. Потому что вот к маленькой чаге подошел и нашел я вот хорошее дерево.
Видите, какой коричневый хороший. Ну вот, ребят, первые чаги сегодня сразу повезло, пока недалеко ушел от бурана и сразу нашел вот такое количество. Что не знаю, что дальше будет, но здесь я уже нашел. Вон тулан далеко пока не ушел, возле меня и крутится. Так, ребят, вот смотрите, могу ошибиться, но вроде да, вроде есть. Да. Не крупный. До этого вот еще такой малюсенький нашел. Этот плоский. Вон он. Все. Так, горностай пробежал. Тут горностай живет. Так. Собака куда-то вон в ту сторону ушла. Надо посмотреть. У меня базовая станция в рюкзаке сейчас. Надо глянуть. Такой плотный, густой лес тут. Глянем. 82 метра, 84 от меня идет. 88. Даже отдаляется. 87. Все прекрасно видно. Показывает, что идет. 86. Ну, короче, до 100 метров отошел. В той стороне вон там. Вот стрелка показывает. Видите, вон там, в той стороне. 78. Догоняет. Это отлично. Клавиша заблокирована. Ну и если что, там ничего не сбивается. Вот блокировка тоже вот тут. Вот здесь. Очень удобно. Не надо бояться, что меню там что-то нажмется. Так, это надо убрать. Собака догнала меня. Ланчик. Тулан, тяжковато ходить тебе. Тяжковато ходить. Вон заячьи следы снова. Сейчас к весне более-менее следы начал видеть. Он туда побежал. Вон там старица какая-то. Вот здесь я прошел. Больше пока ничего. Сейчас я здесь зигзагами буду ходить. Тут. А тут все течет. Все открыто. Зима теплая в этом году. Вот он пошел по заячьим следам. Ребят, нашел. Перешел вот ту старицу. Поднимаюсь, сразу на глаза попалась. Непонятно, что тут. Дерево живое. И такая яма. Как будто здесь большой был. Его брали, наверное, по сторонам уже новое образуется. Вот он. Так что чагу сколько бы ни собирали, все равно он по-новому образовывается. На старых местах или на новых деревьях, без разницы. Что чага была и будет. Сейчас будем это снимать.
Здесь сейчас сюда, наверное. Ух, огромный. Увесистый, между прочим. Тяжеленький такой. Вот. Бересту надо в языке набрать. Бересту. Дома я еще тщательно буду чистить. Ну, примерно вот так. Сейчас дальше буду отбивать. Там уже какая куча будет, я вам снимаю. Короче, что возможно отбил. Взял чагу и поранил руку. Короче, чиркнул я капитально. Течет прям кровь. Ну, без рукавицы. Вот начал там чистить. И вот чага ледяная. В общем, ручьем идет. Ладно, сейчас я буду. У меня есть бинт. Все это дело надо намотать. Вообще капец течет. Это целок тулан. Фу, вон тот. Не для тебя тут. Капец. Ну даже так, а. Ой, блядь. Так. Все. Намотаем. Самое главное, палец на месте, а там ничего страшного. Потуже намотаем. Тулан пришел. Оставляет. Сейчас. Ну все, примерно так. Берите с собой вот бинт, вата. Без этого просто ситуация такая может быть. Да она бы еще ян план. Ой, забыл. Морда. Уже обед просит. Может еще встретим зайчика. А? Погоняешь. Ну кому-то ты. Не для тебя то не надо. Просачивается, блядь. Капитально. Ой. Надо же так, а. Так, ну что. Вот, короче, такие куски здесь. Надеюсь, видите. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь внизу вообще негодные. Ну, все хорошо. Идем дальше. Там что-то есть. Вот здесь я прошел. Там поранил руку. Потом еще вон туда сходил. Вообще пусто. А тут, да, что-то есть, ребят. Очень даже интересное, очень много. Вот, сейчас подойдем. Снова заячьи следы. Вот они какие большие тут. Вообще класс. Сразу не мешкая будем брать. Вот. Опа. Ага. Так. Ну все, в принципе. Вот такая быстрая находка. Недалеко. Пошел, сразу нашел. Вот они. О, хорошие. Так.
Так, ладно, сейчас чищу и в рюкзак. Идем дальше. Сразу надо осмотреться, может поблизости где-то еще есть. А вон еще один. Вон. Давайте сразу схожу туда. Рюкзак тут оставлю. Я и говорю, он оттуда пришел, не заметил. Тут он есть. Да. Ой, дерево. Живое, как всегда. Больше нету. Самые хорошие куски отлетают в сторону. О, отлично. Вот он, ребят. Хороший кусок еще один. Будем чистить. Фух. Прямо здесь. Вот эту кору обязательно надо убрать. Вот. Думаю, прям тщательно еще буду все, конечно, чистить. Ну и лишний вес тоже таскать не станем. Так, это тоже сюда. На смартфон маленький ролик заснял насчет бересты. Но я еще дополнительно поснимаю. Вот береста без коры. Вот вторая, третья, четвертая, десятая и много деревьев. От бересты, что снимает человек, дерево не погибает. Вот, пожалуйста, наглядный пример того, что много-много лет назад, много лет назад, здесь отсюда снимали бересту полностью. Дерево стоит с чагой даже, 100 лет еще будет стоять. Самое страшное для природы — это лесорубы, которые беспощадно сейчас вырубают лес. Просто от них ничего не остается. Ни берез, ни подсада, ничего, все стригут. А то, что человек взял бересту, что-то из этой бересты сделал, или же для затопки печи, от этого дерева не погибнет. Он с годами просто вот обратно он восстанавливается, и такая же береста будет. Самое главное, под берестой не убирать там, я не знаю, как это называется, второй слой береста, потом слой такой, потом уже дерево начинается. Вот. От этого не погибает. Там я чагу увидел еще. И там чага. Что-то сегодня у меня с чагой. Да, очень много. Ну да. Пока здесь чагу я вижу, сегодня круто попал. Там вообще идеально. Рай такой. Он огромный, большой. И внизу. Капец. Все деревья живые. Ладно. Сейчас этот забираем и идем дальше. Здесь маленький. Вот так вот. Хорошая шоколадная чага даже. Там 2 дерева вижу с чагой. Это я заберу и, наверное, вынесу. Придется к бурану сходить. Вот. И там еще один. Вот. Еще раз. Вторая. Просто огромная. Нормально. Не всегда так везет. Очень тяжело искать.
Ладно, пока дает природа, будем брать. Здесь просто офигительно большая. Отломался кусок. Капец, ребят. Большой такой. Совсем уже большой. Гигант такой, блин. Там еще. Мне придется сходить к бурану. Как бы там ни было. Вот, пожалуйста, еще один. Да, мешок полный, все. Я заполнил мешок. Вон тут еще попробуем. Вряд ли, конечно, там получится. Высоко. Нет, в принципе, достану. Ух ты. Два куска. Вот смотрите, с двух деревьев. Вот этот просто надо взвесить отдельно, наверное, сколько килограмм. Тут тоже. Вот, пожалуйста. Вот это уже, считай, хорошая находка. Редко так попадает. Здесь огромное количество. Вот такое. Просто офигеть, повезло. Тулан у меня 360 метров уже. В той стороне, вот туда он пошел. Где-то он в той стороне. 373. Вот прям видно. Северо-восток, восточная линия даже идет. Вот север показывает, вот восток. Стрелка. Ну идет. 384. Вот. Хорошо идет. Пускай погуляет. Ну, где-то примерно 400 метров уже. Вот. Сейчас я, ребят, это загружаю. И давайте сходим к бурану. У меня мешок полный. Нормально. Вот еще одна. Вторая высоко. Иду по сосновому лесу, выхожу к бурану. Тулан. Не знаю, где собака, но у меня уже в руках и в рюкзаке чага, блин. Тут еще такое. Тоже забираем. Оставлять не будем. Опа. Все. Не знаю, сколько осталось. Где-то вон там, наверное, дорога должна проходить. Потом я пойду вообще пешком к бурану. И на буране подъеду к дороге. Потом зайдем снова здесь. Так. Вот сюда. Берем. Вот. В сосновом лесу даже нашел, блин. Там высоко. Где-то еще 2 метра от меня. Убираем. Вон туда. Ух ты. Килограмм 20, наверное, уже есть. Взвесить надо. Так, тулан. Не знаю я. Где дорога, бля? Куда идти? Ну вот смотрите, свежая бураница. Кто-то после меня уже проехал. Вообще здорово. А у меня вон там в стороне снегоход примерно
Мочилы 200 метров. Сейчас я туда схожу и сюда подъеду. В следующий раз уже вон там выше выйдем. Снова туда поедем. Ладно, пусть тут будет, я за бураном схожу. Вот и Тулан подтянулся. Догнался таки. Тулан. Так. Снег глубокий. Не шути. Выгружаемся. Нафиг. Тулан. Догнал. Отлично. Разогнал. Так. Ребят, давайте взвесим. Как мне интересно. Это точно не смогу, блин, повесить никуда. Жалко. Интересно, это сколько весит? $19,880. Почти 20 килограмм. Ну, 19,5. 19,5. Вот тут так мешок 19,5. И, блин, этот, ну никак взвесить невозможно. Нашел пакет. Тот мешок 19,5. Ну и этот еще сейчас. $5,600. Ну не видно, наверное, на камеру. 5,600 и 19. Это получается 14. Ну почти 25 килограмм. 25 килограмм. Нормально. Не знаю, что дальше будет. Но пока все радует. 25 килограмм. За один заход. Захожу обратно в лес. Прошел я сосновый бор. Хотел здесь чай попить. И налево посмотрел. В общем, я чагу тут нашел. Даже и с этой стороны тоже вроде есть. Ну да, что-то похоже. Интересное дерево, конечно. Пусто. Мягкий, наверное. Какие-то деревья попадаются. Чага очень мягкая. Так. Один есть. Тут-то несколько штук, ребят. Вот.
Прям. Так, потом почищу. Тула. А? Сейчас разгонимся, пойдем дальше. Может тут еще пройтись и застариться вот так. Так, надо подумать. Что-то это место надо еще проверить. Возьму. Самый аппетитный такой. Ну и все. В принципе, отличная находка. Отличная находка, ребят. Задний ход. Сейчас чай попьем, пока собака недалеко. Березу нашел с чагой. Не крупная. Вот она. Но думаю, хорошая. Сразу на рюкзак сниму. Вот. Видно, что бересту тоже снимали. Вот она. Вот место бересты. Вот тут. И береза, как видим, живая. Хорошо стоит. Фух. Так, один. И второй. Вот такой. Не крупный, но хоть что-то. Сейчас, ребят, чай организуем. Отдохнем чуть-чуть. Вот этот кусок самый хороший. Он маленький, но, блин, вот кусок шоколада действительно самый хороший. Вот, перекур с чаепитием. Возле бурана хотел попить чай, но, знаете, там ветрище очень сильное, прям метет. Ветер. Здесь вот в тайге вообще тишина, какое-то спокойствие, ветра ничего нету. Тулан куда-то вон туда ушел. Хотел тоже хлеб дать, может подойдет. Тоже ему надо хоть кусок хлеба. Фу. Тепло. Даже жарко. Сейчас здесь участок прошел, как бы не было чаги, и, наверное, с пешкой что-то я шел. Хорошо. Сегодня не так сладкий. Вообще отличный. Прошлый раз очень сладкий чай был. Вон лает. Под горой, но он подниматься не может. Застрял. Ладно, особо кушать не хочется. Утром завтракал. В общем, вот такие дела. Чага набирается снова уже у меня. Где-то килограмм 5 уже набрал. Килограмм 5. И здесь еще будут такие места с березняк, ельник. Сколько наберем, все наше. Если не будет, другой раз найдем. Здесь еще одно дерево находил очень высоко. Чага там была. Собака тонет, не может далеко ходить.
Поэтому на дальнее расстояние не ходит сегодня. Проваливается постоянно. Вот под деревьями его держит снег, а дальше уже все. Там я чагу нашел на 2 деревьях даже, наверное. Сейчас поближе подойдем. Поэтому включился. Да, одно дерево точно с чагой. Или это и я увидел. Может, одно и есть. Да, одно дерево. Дальше пока не вижу. Ну вот. Что-то тут наковыряем. Немного, но есть. Тут мерзлый. О, отломал. Этот совсем маленький. Короче, одна штука, вот она. Так, тут что-то интересное. Нам придется лыжи снять. Да, ради этого куска я, ребят, лыжи сниму. По всему стволу с чагой. Туда залезу. И оттуда уже будем бить, отбивать эту чагу, ребят. Ох, высоковато, конечно. Если на этот сучок подниматься, может что-то и получится. Не так все просто, ребят, оказалось. Я-то думал тут. Нет. Опа. Так. Вроде близко, но не с руки, ребятки. Не с руки. Не знаю. Один есть. Ага. Там еще один. Вроде получилось. Выше уже не смогу подниматься туда. Хоть что-то. Этот крупный. Собака залаяла. Что-то нашел кого-то. Белка, может. Он где-то вон там. Вот так. Ну вот. Туда уже. Не подниматься туда. Небольшой перекур. Вышел к таежной речке. Вот там выдра. Прям, я не знаю, Майдан там такой. Ходила там, очень много выходила. Она кормится там, выходит. У них тактика какая? Вот под льдом он ходит, ищет рыбу. Потом, как поймает, он выходит на лед. Вон там. Да, даже видно. Видно там еще кровь. Да, вижу. Прекрасно видно. В общем, на льду он уже потом кушает рыбу. И тулан вот там спускается. Вон он сейчас будет нюхать там. Тула! Тона! Вот сейчас подойдет. Вон там еще, оказывается,
Еще интересные выходы там. Там даже лежал он. Корч, корч, корч. На река открыта, везде он выходит. Вон там следы. Тут выход. Вот так. Если выдра есть, значит какая-то рыба тоже должна быть. И выдра живет именно где рыба есть. Вон там. Там хорошо по льду ему бегать. Вот. А здесь вот просто он. Знаете, я хотел его еще взять куда-нибудь дальние походы на лыжах. Оказывается, он не может ходить. К сожалению, он пока не может. Нас-то нету. У нас не образовался такой сплошной такой, чтобы кругом был такой хороший снег. Так что дальние походы, если пойду, то уже без него. Вот сегодня взял и этот снег не держит, там далеко не может ходить. Не ходит. Да. Такой хищник. Много раз я встречал эту выдру. Очень крепкий, на рану очень крепкий тоже. Если на капканы ловить, то уже, чтобы капкан с зубьями был. Иначе он лапу вытаскивает. Просто вытаскивает лапу легко. Если без зубьев капканы, хоть с двумя пружинами, он все равно вытащит. Ладно, иду пока пустой. Здесь вообще такой участок, ни одного дерева с чагой не было. На другом берегу я вижу там сосновый лес, сосняк. Так что на этом берегу более лучше ходить. Ищем дальше. Пускай бегает. Звать не буду. Пусть по максимуму отдаляется, чтобы посмотреть на этот, по GPS, насколько он далеко уходит. Ну, вот видишь, снег не держит, и такая картина. Достал навигатор, базу. Смотрю, собака идет, отдаляется 170 метров, 171. Вот видите, стрелка вон туда показывает. Вон по реке он туда ушел. 172. Ну, в общем, пошел, идет по реке. Там ходить, конечно же, ему легко. И шпарит идет. 179. Остановился. Там она нюхтит, там может выдра тоже ходила. Вот зарядка на третьем походе у меня наполовину на ошейнике вот разрядилась. Так что на 3 похода легко хватает. 182 метра. Также отдаляется еще дальше и дальше. Вот. А база, зарядка полная. Вот. Остановился снова. Ну вот видно, что красная точка, это показывает, что база и ошейник связь держат. Нашел чагу. Хорошая. Чуть-чуть высоковато, конечно. Так, ладно. Пробуем. Вот так вот. О, стальной. В принципе, достаю. Опа. Достал, ребят. Не думал. Со стороны шел, блин, смотрел. Нет, не достать. Потом подошел так, прикинул. Да нет, достал. Вот такой ледяной, конечно. Сейчас буду чистить. Лед отбивать еще. Весь этот шлак. Очень много всякой всячины. Вот. Бересту и все остальное. База у меня вот так тут торчит. Не мешает. Ну, изредка так достаешь.
Но собака у меня 384, 383, вон, в той стороне, вон, северо-восток, даже восточнее, 381. Ну, где-то 400 метров по реке еще ходит. Все работает, ребят. Все классно показывает. Вот. Собака идет, бежит. Стрелка. Все четко возвращается в нашу сторону. Вот. Все, закрываем. И обратно вот так ставишь. Не надо там. Если уж на охоте где-нибудь именно ответственный момент, когда ты подходишь к зверю или к птице, там этот, может и в руках это держать, а так изредка так достал, посмотрел ориентировочно, где находится собака, и все, торчит там рюкзак и не мешает никому. Идем дальше. Ну, где-то сегодня 400 метров отдалялся, не дальше. Вот заячий след снова. Сегодня уже несколько штук такой видел следов. Курс я изменил. В общем, потихоньку буду обратно параллельно своей лыжне выходить в сторону Бурана. Потому что рюкзак уже нормальный такой вес. И отдаляться с таким рюкзаком, во-первых, я не собираюсь, и тяжело. А так буду потихоньку искать и направляться в сторону Бурана. По пути, возможно, еще найду. Снял тяжелый рюкзак. Немножко там на второй будни Олега канал там немножко бла-бла-бла поснимал по пути. Ну что, короче, я утренние следы мои. Вон туда я с утра, как бы первый рюкзак, когда собирал, вот здесь я проходил. Где-то вон там, вон в той стороне сейчас у меня Буран стоит. Начинал я с Бурана вон оттуда, куда-то вон туда шел. Вот. Сейчас берем эту чагу. Здесь я нашел, вот утром не заметил, прошел. А на обратном пути уже я вот так я увидел. Хорошая, большая чага, между прочим. Очень даже хорошечная. Будем спокойно отбивать. Ух ты, снег пошел. Ломал такой кусок. Вон он трухи сколько. Это все надо чистить. Вот. Что-то совсем уже с трухой он. Так. Ну и такой шматок еще вот. Встал на свою лыжню. Сейчас уже, ребят, я буду идти к Бурану. Все, поход заканчиваем. Здесь горка такая нехорошая. Тоже надо подниматься, попотеть. А там уже вода. Все обшарил тут зигзагами. Без рюкзака еще вон ту сторону ходил. Ничего не нашел. Здесь 2 ряда прошел. Все, короче. Этот угол можно забыть пока. Под снегом, может, еще и осталось. Или где-то еще не заметил. Но сегодня, что возможно, я тут собрал. О, бля! Упал. Такие комочки, блин, ледяные.
Фу. Чуть не упал, блин. Ой-ой-ой. Нехорошо тут, конечно. Ледяной участок скользит лежит. Назад едет. А там уже будет хорошо. Тулан уже ждет. Ну вот и все. Вышли. Сейчас взвесим, сколько килограмм примерно. На вскидку на килограмм 17 чаги будет. Тула, локанмон. Убегает. Локанмон. Сиди тут. Сейчас поедем. Восемнадцать. В общем, сейчас. Семнадцать 920. 17 920. Ну, минус килограмм рюкзак с термосом. В общем, 17 килограмм чистого веса тут. Вот. 17 килограмм. 17 920. Ну, 17. В общем, хорошо сегодня набрал я. 40 килограмм. 40 килограмм сегодня есть. 17 и 24. Да. Больше 40. Больше 40 килограмм. Удачный поход сегодня. Будем говорить, что сегодня все было удачно. Ну вот. Ну и два слова еще про GPS трекер Артел. Вот он. Ошейник, база. Все шикарно работает. Третий выход у меня с ним в тайгу. В зимних суровых условиях. Все работает. Сегодня не так холодно, но и даже в мороз. Оно было 15 градусов, когда мы ходили в поход. Тоже все работало. Вот. Сегодня собака у меня отходила где-то не больше 400 метров. Ну, до 400 метров, да. 380 было отходила и ближе, но не больше. Так как снег тяжелый для собаки, ходить тяжело. Но этот ошейник не только, скажем, для охоты. Но вот смотрите, сегодня обычный поход за чагой. И я могу контролировать собаку, где он находится, на каком расстоянии. Все это прекрасно. Вот. Ну, сейчас я буду выключать. Собака у меня уже без ошейника, там на поводке сидит. Выключать ошейник. Вот там мигает, работает. Здесь есть разъем, чтобы ставить сюда сим-карту от любого оператора. И сюда сим-карту, чтобы ловить связь. И уже сим-картой можно включить микрофон на этот GPS ошейник вообще. Такая вот дополнительные вот функции есть. А выключается 2 раза, нажимаешь и удерживаешь. 1, 2, 3. Вот и все, вибрация. Он выключается. Все, выключилось. А включаешь, он нажимаешь и держишь. Так, сейчас будем выключать. Сперва разблокировал я, как сказать, базу. Потом выхожу на основное меню. Вот, основное меню. Пока не выйдешь в основное меню,
невозможно выключить. И потом, как телефон держишь, нажимаешь и держишь. Все. Вот и выключение. Очень простой. Очень простой. Но скажу вам, блин, вот сейчас у меня он есть, и ходить и знать, где собака, это очень интересно даже. Знаешь, вот раньше как охотился, ну, блин, не знаешь, где собака, потом залая где-то, вот, оказывается, он там ходит или еще. А сейчас вот с этим мошенником ты просто вот включил, не надо там на шее постоянно его таскать, он неудобно. Рюкзак закинул там, идешь, скажем, пару километров прошел, потом рюкзак снимаешь, там отдохнуть, включил собаку, посмотрел, все нормально, он ходит где-то или стоит, лежит, там все это видно. Здесь функция бег, сидит, вот это все показывает. Вот. Ладно, давайте, если что, там в описании ссылка будет, там переходите, смотрите, заказывайте. Мне понравилось, так что пока тестирую в зимних условиях, конечно же, осенью больше будет фильмов с этим мошенником. А сейчас дождемся, когда вот будет наст хороший и уже с собакой ходить. А сейчас глубокий снег, он просто не может далеко ходить. Да и, как сказать, сегодня мы никого не поднимали, ни зайцев, ни лису, ни... Хотя сегодня что-то, какие-то следы были. Следы лисы были, зайцев, куница, горностай, рябчик следы был. Такие вот моменты. Вот. Что еще раз дома все это взвешу, сколько килограмм у меня получилось. И уже потом, ну, где-то 40 чистых, как сказать, без снега, без ничего, на 40 килограмм вот сегодня я набрал. Вообще круто. Даже больше 40. 42, грубо говоря. 42. Вот. Сейчас я попью кофе. Сейчас, ребят, я выпью кофе, переоденусь. Здесь ветрено. Переоденусь, развернусь и уже поеду обратно домой. Вот такое кино получилось. Спасибо вам за ваши просмотры, за ваши лайки, дизлайки. Удачный поход сегодня. Спасибо вам. Я поехал домой. Все.
диван готов. Все загрузил. Места много для тебя. Надо развернуться где-то. Даже с прицепом нормально там крутанул. Ладно, все, давайте, до новых видео.